В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Беседа о важном. Спасибо, что вы реально каждый день занимаетесь вовлеченно любыми проблемами республики и России в целом. Рамзан Кадыров встретился с членами делегации Совета Федерации России, на чем акцентировали внимание чиновники. Первый в стране. Впервые вижу вот именно, как все дело здесь поставлено, как это дело продумано на высочайшем уровне. Члены Верхней Палаты Федерального собрания проинспектировали Российский университет спецназа. Им показали условия центра и то, как бойцы оттачивают воинское мастерство. Прекрасная Сунна. وقول خربارم إديكي دروش وقول خربارم وره بعدك نقاشل ديال خير علق ساعد وقيش وتجن. Региональный общественный фонд провел очередную благотворительную акцию, что включали продуктовые наборы и жители каких муниципалитетов их получили. Рамзан Кадыров провел встречу с членами Совета Федерации России, которые второй день находятся в республике с рабочим визитом. Руководитель делегации, первый заместитель председателя Верхней Палаты Высшего законодательного органа страны Андрей Яцкин поделился итогами рабочей поездки в регион, отметив, что находится под впечатлениями от увиденного. Все подробности узнаем у Мадины Кураевой. В рамках обширной программы пребывания в Чеченской Республике делегации Совета Федерации России состоялась встреча с Рамзаном Кадыровым. Глава региона лично поприветствовал дорогих гостей. Рамзан Ахмадович, спасибо. Спасибо, Рамзан Ахмадович. Экономический комитет Юрий Светенко, Андрей Владимирович, социальный комитет, Герои России, оборона. Спасибо. Экологический комитет. Большая делегация по поручению Валентина Ивановна к вам в республику, веренную вам территорию, прибыла, чтобы по возможности оказать помощь социально-экономическому развитию. Надеемся, что получится. Получится вместе. В теплой обстановке за накрытым столом состоялась и беседа. Первый заместитель председателя Совета Федерации страны Андрей Яцкин поделился своими яркими впечатлениями о республике, отметив высокий результат в ее развитии и роль в этом первого президента региона, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Большая честь, Рамзан Ахмадович, если позволите сказать, что, во-первых, мы вчера по прибытии сразу были комплексу, памятному комплексу, посвященному Ахмату Хаджи Кадырову. Конечно же, для нас впечатлило, и мы считаем за честь почтить дань этого уважаемого человека республики. Это мой первый визит в республику. Я считаю, что любая работа должна начинаться с посещения этого объекта. Этот человек очень много сделал, и его плоды видны уже сейчас, созданы вашими руками, вашей командой. Спасибо большое, мы отдаем отчет. Вообще в республике очень огромный потенциал. Спасибо, что вы реально каждый день занимаетесь вовлеченно любыми проблемами республики и России в целом, на самом деле. То, что вы сегодня делаете для специальной военной операции, вся страна знает. Большое вам спасибо. Постараемся служить вере и правде. Руководитель субъекта вспомнил тяжелые годы для чеченского народа, период военных кампаний в республике и ее восстановления. И сегодня нужно делать все возможное, чтобы история не повторялась, сохраняя мирную жизнь для будущих поколений. Те, кто там думал, что сбежали, и после этого они оставят родину, ошибаются все равно. Если мы сегодня не закончим там, не наведем порядок, то это останется для наших детей. Это правда. Да. Сегодня я говорю всем команде. Мы сегодня можем обеспечить безопасность. Мы знаем, как управлять. Все мы знаем. А наши дети не будут знать. Они не почувствуют то, что мы прошли военные годы. Когда я рассказываю, что мой старший сын там стоит, когда я им рассказываю, что пережили в детстве, они там потом у мамы спрашивают, реально так было, и я фантазирую, чтобы они там относились ко всем там по-другому. И у меня детства вообще не было, молодость не помню, уже полвека прожил, думал, все завтра будет хорошо, И так, каждый день, завтра будет легче, завтра будет поспокойнее.
вот это завтра не наступает. Мы его назначали, когда в районе, в пенсионном фонде района. Октябрьский или Царковский? Ленинском было. Ленинском, взрывали, нападали, там, все делали, для того, чтобы его оттуда, выдворить, потом город, потом республику, вот так, сегодня, работает, два брата, вот они все, вот так, мы так все прошли, все это, И никто не хотел, чтобы у нас был порядок в мире, из Запада управляли, террористами, Вот то, что вот сегодня вот происходит там, в меньшем количестве, они оружие не подставляли, а основное деньги все давали, Все то же самое. У них чемоданами денег было, и они создавали себе базы террористические, Батальон смертников, батальон это, батальон другой, И так это все, продолжалось, И у них техника была, у них деньги были, они могли вовлекать молодежь туда, А мы не могли, у нас не было никаких условий. Потом по следующим, благодаря президенту страны, Путину Владимировичу, Ахмад Хаджи Кадырову, определили, направление, путь, И вот так мы начали строить республику, Очень сложно было, но сейчас приятно, когда люди такого уровня приезжают, и говорят теплые слова, думаешь, что как-то где-то, участие есть твое тоже, Безусловно. Радуюсь, Делегация побывала и в Российском университете спецназа в Гудермесе. Гости отметили высокий уровень работы и необходимость такого центра в стране на сегодняшний день. Делегация как раз побывала в Руси. Вот я рассказывал, когда вы начинали строить РУС, все были в недоумении, зачем этот объект нужен с такой... Вообще, не давали разрешения, Я без всяких разрешений, без всяких согласований построил, я говорю, А сегодня это кузница, добровольцы. Абсолютно, мы, Рамзан Ахматович, сегодня посетили, вся делегация, просто, слова восторг нет, насколько провидение, потому что насколько вы предвидели. Сегодня там и мобилизованную подготовку проходят, и по всем видам, и теория, и практика, и прикладная, и тактическая медицина. Все сильно, и комплекс развивается. Вот как медицина, мы там обучили сотрудников ГИБДД, и они, когда оказали первую помощь маленькой девочке, родителям, когда приехали из больницы, скорая помощь, и когда они лежали там, оказана первая помощь, все остановили кровь, сломано это, все сделали как положено. Они удивились, как это, кто это сделал, И благодаря оказанной помощи сохранили жизни, матери, отцу, ребенку, Много было, по-моему, много было организмов. Потом в последующем, всех сотрудников, тоже, через это все прогнали, Сейчас они, любой может сразу оказать, любую, первую, помощь, любой сложности. Спасти жизнь, прежде всего. Не, у нас очень много погибали, когда в горах, в лесных массивах мы бывали, мы не умели оказать первую помощь, из-за этого кровь не могли остановить туда, жгут правильно, натянуть там. Если сильно натянуть, то тоже плохо, если это надо как градусник, термостат, надо действовать, И то же самое, не получалось, Сейчас, любой сотрудник знает, как правильно оказать первую помощь. Это благодаря Руси, Это 17-18 тысячная армия, И сегодня, прошли там, очень много людей, каждый день приезжают, 2 дня назад, по-моему, отправили 200 человек, Сейчас уже новый поток, обучают. А когда мы строили, никто не хотел, чтобы мы построили. Здесь же стороны обменялись подарками. Глава республики, замечательной республики. И поскольку Совет Федерации здесь впервые в рамках такой делегации, позвольте этот памятный из драгоценных металлов сувенир передать лишь вам как главе республики. Спасибо большое. И второй сувенир тоже, который вы не только глава республики, но и генерал. Позвольте, из янтаря, мы увлекаемся народно-художественными промыслами. Янтарь чистый. ПМ, конечно, но все патроны... Патроны есть там. Да. Спасибо большое. Спасибо.
У нас в прошлом году было 100-летие государственности. У нас вот такая монета. И книга, истории, фотографии. Глава региона передал слова благодарности за оказываемую поддержку председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко. Завершая встречу, собравшиеся сделали фото на память. Мадина Кураева, Анзор Тураев при поддержке главы правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Члены Верхней Палаты Федерального собрания с инспекцией побывали и в первом учебном заведении в стране для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений – Российском университете спецназа в Гудеримесе. Федеральным чиновникам показали, как проводится подготовка добровольцев и возможности комплекса. А посмотреть и оценить есть что. Ежедневно бойцы оттачивают воинское мастерство в развитой инфраструктуре, которая расположилась на территории 450 гектаров. Репортаж Лейлы Муртазовой. С раннего утра добровольцы с оружием в руках приступили к занятиям. Сегодня за ними наблюдают не только инструкторы, но также прибывшая делегация Совета Федерации. С площадки 200-метровой галереи есть возможность обозреть, как протекает процесс подготовки новоиспеченных бойцов. Далее для гостей устроили экскурсию по Российскому университету спецназа. И первым делом они побывали в аэродинамическом комплексе. Здесь можно отработать все элементы работы свободного падения сотрудниками всего подразделения со снаряжением, с оружием, с полной боевой. После прошло показательное выступление с участием бойцов СОБР. Инструкторы Руспецназа продемонстрировали свое владение оружием. В университете есть целый медицинский курс, на базе которого готовят теоретически, практически и морально. А самое главное, обучают тому, как оказать первую помощь при ранениях, а также способам выноса товарища с поля боя во время боевых действий. Санинструкторы обладают опытом как отечественным, так и зарубежным, который передается обучаемым. Оказание первой помощи при массивных кровотечениях. Вот жгут, который выдается, и вот турникет, тот, который является активно используемым подразделениями. Кто в этом понимает, кто в этом разбирается. Это эффективное средство. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Сетенко отметила важность медицинского курса и его знания бойцами на передовой. Очень важно, чтобы это были современные медицинские изделия. И есть определенные проблемы с тем, чтобы их производили на территории Российской Федерации. Поэтому будем работать над тем, чтобы как можно быстрее все передовое в медицине для оказания первой медицинской помощи оказалось там, где оно сейчас нужнее всего для специальной военной операции. Далее делегация переместилась на стрелковую площадку. Там им развернули большой арсенал оружия и рассказали о его особенностях. И, конечно же, гости не упустили возможности пострелять, оказавшись в самом эффективном учебном центре. После насыщенной экскурсии члены делегации остались под впечатлением, высоко оценив деятельность университета. Я в армии 41 год, впервые вижу вот именно, как все дело здесь поставлено, как это дело продумано на высочайшем уровне. Особая, конечно, благодарность Рамзану Ахмадовичу за то, что он лично уделяет огромнейшее внимание вот этому вот университету, лично посещает очень часто, смотрит, как идут занятия, естественно, отсюда и результаты. Руспецназ стал большой поддержкой для тех, кто не имеет знаний в военной сфере, а на передовой без них никак. Благодаря ему тысячи добровольцев и военнослужащих смогли приобрести необходимые боевые навыки для участия в специальной военной операции. Неудивительно, что при таком обучении чеченские спецназовцы признаны самые лучшие в своем деле в России и мире. На данный момент Руспецназ подготовил более 9 тысяч добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хачо Кадырова оказал помощь малоимущим семьям. Это мясо 26 голов крупнорогатого скота, а также более 1300 птиц. Такое благодеяние – это проявление одного из видов поклонения Творцу и способ достижения его довольства. Слово Адаму Сулейманову.
В рамках акции в Гудермесском, Курчелоевском и Ножеюртовском районах было раздано мясо жертвенных животных. Продукт был доставлен нуждающимся семьям прямо до дома. Всего же на 3 района было выделено порядка 26 голов крупнорогатого скота и более 1300 птиц. Список составлялся таким образом, чтобы доля благотворительности коснулась каждого нуждающегося. Aymani Ramzani dal sağyoy hoş vezindel ahtundok qona astal toçar del rez qil tan vezindel dal sağyoy tser hoş. Стоит отметить, что помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации является одним из наивысших благ в исламе. ugulla qarbaram itdiki dolush ugulla qarbaram war ba'dikni qachil diyal khiru alq saado qisho tagan taq iz on bu istahana taq isa doq shim bol ishti way mehknan aymani ish way pach holil wash bol iz on meghl bu hund elcha isa shi husmi qoch khin wash tagan tsuna doq qona wastal khul doq qul tsuna qihit me waj Allah dala way mekh amel doqshnu saagnish qobul doyla yersanish bahan dolush shashliyosh dikni ish qach boy lillush dol wonach ish alish boyla. Жители же искренне благодарят главу Чеченской Республики за оказанное внимание и поддержку. فندو داخشك دوق سادو دوق خدوت اشتغل داخادات سادو حلو سادات التوت سادو حبوش الله دال سادو الله خير سادو قبل نساخل دال ديكنس بيقام بول دال يلو زندل دغلاتشتير ايماني رمزاني دال سا قبل دال خير سادي اخصدو Для человека, пребывающего в трудной жизненной ситуации, очень важно чувствовать, что он не один. Фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова дарит уверенность в том, что, столкнувшись с проблемами, им обязательно помогут. وصلوا دالو باتشي ومحنا امانو تدقل ام قوش بيش اشتو اوكرانيا سبيسيفيرات وجهش ايرا مش مصووش عالش برديوش دال ملاستاغ قبل درديوش اشتنيتي تعديو قدوق سا دال ملا دال تاع بيرتي يلا الله دال سا قبل دال سيفزن دال دال ساغل دا قبل الايماني رمزاني هر سخ يحشوت قنقنا كل خز وي اوكرانيا بل بيشتي دا سادو القرويز ديل. Работа главной благотворительной организации региона не имеет аналогов. Подобные акции проводятся ею регулярно по всей республике и за ее пределами по одному принципу – протягивать руку помощи каждому, кто в ней нуждается. Адам Сулейманов, Сайдали Ампукаев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Делегации членов экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким заболеваниям прибыла в Грозный. Сразу по приезду ее члены посетили мемориальный комплекс «Аллея славы» и почтили память первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, возложил цветы к его обелиску. Далее гостям была проведена краткая экскурсия по музею, где им рассказали об истории создания и показали ценные экспонаты, после чего они поделились целями визита в регион. Приехала в республику целая делегация членов экспертного совета Комитета Государственной Думы по охране здоровья, как раз поговорить, как развивалась качественная помощь пациентам с редкими заболеваниями. Вообще мы вот эту работу ведем с 2013 года, именно выезды в регионы, помощь в обмене опытом, потому что фактически то, как устроена медицинская помощь пациентам с редкими заболеваниями, то, насколько они могут качественно жить, получать необходимую терапию, это полностью вообще-то зависит от субъектов Российской Федерации. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.